Я вырос здесь, в Осетии, рос в очень нормальной семье. Отец и мать у меня были очень уважаемые люди. Старший брат и сестра, они у меня оба педагоги. Ну, как говорят, семья, говорит, не без уродов. Здесь республика такая, ну, небольшая, маленькая, и у нас в те времена расцветали очень воровские законы. И когда я уже был в возрасте, вот так, комсомольский возраст, в школу приходили и со стороны те, которые, знаете, там, ну, называли их хулиганами, там, балванами. Там, кто курил, пьянствовал, выпивал. Но среди них были люди, которые освободились с тюрьм, с зон. И вот мне интересно было всеми общаться. И я, когда общаться начинал с ними, да, у них в разговорах, да, мне более справедливыми показались, нежели вот наш этот комсомольский коммунистический строй. И знаете, я как-то уже отошел с этого и более приближался к воровским идеям. Я хотел добиться и добивался в преступной жизни все, знаете, чтобы вырос больше в преступной, чтобы, знаешь, я хотел добиться высот преступного мира. И мне это удавалось, понимаете, я и в карты научился быстро играть, и там всякие, ну, преступные, что есть там, и обманывать, и обыгрывать, и людей начал сам уже воспитывать и к воровским идеям учить их. И знаете, когда я сидел в зоне, я там тоже не успокаивался. Мне когда приезжала мать на свидание, ей не давали свиданию. И я когда спрашиваю у матери, через крышу разговаривал, я говорю, мать, а почему отец не приезжает на свидание? А мне говорят, отец, мол, говорит, твой болеет, сынок, и не может приехать. И знаете, отец, я думаю, ну как, чтобы отец не приехал ко мне на свидание, какой бы он больной не был. Ну, я почему-то не верил, ну и не верю, что он не может приехать. И я и матери не мог не верить. Ну и так, у меня первый срок быстро, 1,5 года, вроде такой небольшой, и маленький срок кончился быстро. И когда приехали, меня приехали встречать, и я вот, ну, где я сидел оттуда, ну, километров 80. И когда домой приехали уже в село, то не домой завернули, а на кладбище. И я спрашиваю, я говорю, а почему на кладбище? И тогда мать заплакала, я говорю, сынок, отца, говорит, твоего не стало. Чтобы ты его дома не искал, говорит, пойди в могилу. И представляете, что я ждал, что сейчас я приду, отца увижу. Отец для меня был все. И другом, и товарищем. Он меня сильно понимал, отец. Хотя он в жизни, он на меня руку никогда не поднял, и грубое слово от отца не знаю. Но знаете, я ему прямо в глаза не мог смотреть. Он был и добрым, и всем, ну и строгим человеком. И вот я когда на кладбище пришел, к отцу, да, потеря очень подействовала на меня. И знаете, я никакие эти не сделал выводы, чтобы вот исправиться и там помогать матери. Наоборот, знаете, я вот отсидел, ну, как говорят, отсидел хорошо, с лидерами преступных этих, ну, в тюрьме с лидерами, со всеми, и все, я также не успокоился, также дальше продолжать и пьянствовать, и наркотики употреблять, воровать, конечно, работать, ну, не работал тогда. Как было, если ты стремишься к воровским идеям и к воровским законам, по воровским законам и работать было, зазорно было работать, ну, какой ты преступник, какой ты, знаешь, вот, ну что ты, если ты работаешь, то уже ты все, высоких этих не добьешься в воровской жизни. И вот что у меня в драке получилось так, что я зарезал человека, так грубо говоря. Ну, понимаете, ну как я зарезал? Ну, моим ножом. И он скончался в больнице на 8 сутки. И мне за это дали 12 лет. И вот, как говорится, тогда пошла моя блатная жизнь в тюрьме. Когда меня привезли уже в лагерь, ну, 12 лет, ну, мне было 21 лет, я думаю, ну, освобожусь в 33. Ну, я думаю, что еще там на свободе, вся жизнь почти. И думаю, ну, там с меня ничего не получилось, хоть в тюрьме что-нибудь добиться. И
Знаете, вот как Суворов говорит, любой солдат хочет стать генералом, а любой зэк, уважающий, да, себя, хотел и хочет стать вором. Ну, я тоже к этому тоже хотел же. И знаете, я в тюрьме был очень сильно балованным. Администрация вообще меня ненавидела, ну и уважала, и ненавидела. Как-то мне брат старший пишет письмо, мол, говорит, что с тобой, мол, говорит, ты что, говорит, мать, говорит, наша болеет сильно. Она говорит, ну, он делится, откровенничал, говорит, она, говорит, раком заболела у нас. И, мол, говорит, она хочет увидеть тебя, говорит, хоть свиданию раз в жизни. Свиданию, говорит, хоть возьми, чтобы она, говорит, увидела тебя. И я тогда задумался. И зашел к начальнику лагеря. И я зашел, и знаете, когда к нему я зашел, он на меня смотрит, да, и меня там, ну, не Романом, а Ежиком. И он говорит, Ежик, ты что, говорит? Что ты, говорит, пришел? Я говорю, я с просьбой. И он, знаешь, ну, сам удивился начальник, что я с просьбой пришел к нему. Я говорю, мне свидание нужно. Я говорю, так и так, мать болеет сильно. Я говорю. И он на меня смотрит, он говорит, не тебе, говорит, я даю свидание, а матери. Я сразу написал домой письмо брату. Я говорю, так и так, пусть приедут. Ну и брат тоже прислал, мол, говорит, приедем, я привезу матушку. Маму, говорит, привезу, говорит, все нормально будет. И знаете, вот этот день, ну, когда человек идет на свидание в тюрьме, он, ну, готовится, понимаете, хоть, ну, к матери, чтобы мать увидела, что постриженный, побритый, ну, хорошо одет, чтобы успокоить сердце матери. Я тоже вот так оделся и жду, и не приехали ко мне, понимаете. Я думаю, почему? Брат же написал, что я привезу маму, и нету, и... Это было в воскресенье. Это был воскресный день. А, ну, в те времена, да, нельзя было позвонить ниоткуда, узнать, что случилось, как. И вот в понедельник, когда в понедельник меня вызвал отрядник, и он мне телеграмму протягивает. Мол, говорит, крепись. И там... Ну, брат прислал, что матери моей не стало. Я в этот день ждал же на свидание, а ее в этот день хоронили, маму. И понимаете, я когда этот прочитал, то мне стало уже все равно. Я думаю, ну что, я отца потерял. Когда хоронили его, меня не было на похоронах. Сейчас мать потерял, да. И на похоронах опять не было. Понимаете, моя жизнь, я думаю, ну для чего еще освобождаться? И смысл какой? Я говорю, ну, всех потерял, своих родных для меня, отца и матери уже. Самые дорогие были, потерял. И я все махнул на волю рукой. Администрация же тоже это понимала, и меня увезли как ну, отрицалову и отрицальных осужденных в Архангельск. Ну и знаете, там, когда отправляют, тоже характеристику хорошую не напишут. Не напишут, что он был примерным. И меня привезли, вот так, знаете, собрание, не собрание, вот так, стол, и там, ну, начальники нескольких лагерей. Ну, и там начальник управления, кто он мне говорит, что тебе привезли сюда? Ты что приехал к нам? Я ему говорю, командир, ты так говоришь, как будто билет я сам покупал. Я говорю, я тоже бы не хотел к вам сюда, в этот мороз ехать, холод. И говорят, ну, мол, говорят, кто его возьмет к себе? Ну, всех хозяевов спрашивают. Ну, они в дело мое смотрят и говорят, он мне не нужен, он мне, ну, никто не хотел. Он мне не нужен, он мне не нужен. И тогда один на меня смотрит, он говорит, слышь, говорит, не русский. Ну, обычно называют не русским, говорит, не русский. Говорит, лес рубить будешь? Я на него смотрю, я говорю, слышь, командир, я же его не сажал. И рубить не буду, так что извини. И знаете, ну я не хотел тоже там, а что мне там оставаться. Ну и так меня прокатили там и привезли обратно сюда, на лесзавод, к нам, в Осетию. И когда меня увидели, мне говорят, вот ты нигде не нужен, и здесь не нужен. И меня тоже опять отправили, прокатали. Но меня нигде не принимали, так на колесах, называется на колесах. И в оконцовку, чтобы меня осудили в тюремный режим, это называется крытая, и в Новочеркасск. Ну, откуда свозят всех отрицалову. Но когда уже крытый режим проходит человек,
это уже как на один ступень еще выше становится в преступном мире. Ну, я туда приехал вообще, грудь, распашку, все. И, ну, привезли опять сюда, и здесь не приняли. И меня опять отправили тогда уже в Краснодарский край. В Краснодарском крае тоже я долго не задерживался, и опять меня отправили в Крытую опять. Ну, туда свозят уже, знаете, и таких отрицалов, таких уже, знаете, которые не повинуются и не слушаются администрацию. Тех, которые даже боятся вести. Ну, знаете, вот там я встречался, ну, многие, наверное, знают Чикатило. Ну, как встречали, его не сажали, допустим, к нам. Но мне как-то даже в Новочеркасске, меня как-то воров не было, и меня оставили там вместо воров. Ну, как и называется, на положение, ну, на положение воров. И он мне пишет ну, за ксиву, понимаешь, а так записку пишет. Но, мол, говорит, Ежик, почему, говорит, Собш, во мне не уделяете внимания? Это Чикатило Андрей. И я думаю, вот нагло, знаете. Как-то я помню, привезли к нам верующего. А верующих тоже в основную массу не сажали. И я пошел к начальнику тюрьмы, полковник Винников такой. Я ему говорю, командир, почему ты этого... Ну, я не знал, он, знаешь, ну, я говорю, почему это баптиста, я говорю. Ну, в общую массу, я говорю, не сажаешь. И он говорит, да что он там будет мозги вам пудрить? Я ему говорю, ну, человек тот, ну, не пьет, не курит. Я говорю, даже он не ругается. Он, если даже будет, да, осужденных, он будет призывать к Богу. Ну, я тогда же не так, с Богом не знаком был. Ну, и знаешь, вот что я знал, так я говорю, это наоборот вам же хорошо, чтобы осужденный, знаете, на путь истинный ставить. И он послушал, и он, ну, пустили его к нам, он с нами сидел, его посадили за веру. Он мне Библию дал, а тогда и Библию же не разрешали в тюрьмах. Ты что, это Библию находили, это как будто автомат у тебя нашли. А мне его давали, он говорит, лишь бы ты молчал, ничего, читай хоть Библию, что знаешь, либо, говорит, в карты ты не играл, а так это. За 12 лет очень много воды утекло. Я когда приехал домой, в Осетию, в те времена очень было там и группировки были, рэкетёры, меня встретили хорошо, и деньги, и машина, наркотики, все, что хочешь, лишь бы ты с нами был. И еще 2 года я не продержался на свободе, и меня опять посадили. Посадили тогда меня за наркотики. В тюрьме меня уже все знают, я все знаю. Меня встретили в тюрьме, как Нельсона Мандела встречали на свободе. Ну, хорошо. Понимаете, вот все было у меня, даже когда я в тюрьме сидел, да, в тюрьме я тоже не нуждался ни в чем. Ну, спокойствия у меня в душе не было, понимаете. Освободился я опять, и, знаете, тогда я вообще недолго продержал меня, и снова опять меня за наркотики также. Ну, тогда не дали вообще мне очухаться на свободе. Там на свободе конфликт получился, и за машину. Ну, и знаете, вот там меня продержали, ну, тем невыгоден был там. И меня опять послали сюда, в Осетию. Когда в Осетию меня привезли, и знаете, вот здесь, ну, как-то все знакомые свои, как-то легче мне было. И так, знаешь, мне немного оставалось, я думаю. И как-то вот всю ночь тогда, в эту ночь, я как сегодня помню, играл в карты. Играли в карты всю ночь. И с утра, да, меня вызывают на вахту. Там рупор, в лагерях есть рупор. И если что, там вызывают, там осужденный такой-то на вахту. Ну и меня по фамилии осужденный Музаев. Я пришел на вахту, ну и там дежурный по колонии. Я ему говорю, что ты вызывал? И он мне говорит, да тебя никто не вызывал, иди, говорит, отсюда. Вы знаете, вот почему я это говорю? Потому что меня там и даже администрация, многие по фамилии не знали. Меня как Ежик. Он говорит, Ежик, уходи отсюда, мол, говорит. Я ему говорю, ну ты же вызывал Музаева. Ну, говорит, Музаева не тебя же, говорит. Я ему говорю, ну я Музаев, я же не Ежов. Ежик, не Ежов. И он мне говорит, ты что, мол, говорит, что ты, мол, говорит, иди собирайся. Я говорю, куда? Он говорит, вот, мол, говорит, тебя освобождают. Я говорю, как освобождают? И я когда это сказал там, они мне говорят, ты, мол, говорит, давай собирайся, никому ничего не говори, может, там ошиблись, и, мол, говорит,
Пока не отшухались администрации, мол, говорит, я вот так освободился. Администрация, мол, говорит, я вот так освободился 4 месяца раньше. И когда, знаете, освободился, у меня же на свободе брат, сестра. Я даже к ним не поехал. Потому что, знаете, мне было уже стыдно даже к родным ехать. Потому что я столько им, не то что это, понимаете, когда вот младший брат, да, всю жизнь сидеть, и всю жизнь наркотиками, всю жизнь колется, да, и все знают об этом, да. Старшему брату, естественно, тоже же неприятно. Когда все знают, да, и мне уже стыдно было ехать к брату. Брат педагог, сестра также учительницей работает. И мне, стыдно было ехать даже к брату и к сестре. И знаете, вот в городе, вот здесь, в одной квартире, остался, приехал туда и остался. Сын со мной сидел, ихний, и вот так остался с ним. Как сегодня, вот воскресный день, и мы там на углу стояли, вот, БАМ у нас в городе такая сторонка есть, БАМ, где у нас по воскресеньям собрания бывают. И вот воскресный день там, мы выпили или укололись, я не помню, стояли там с ребятами. И в воскресенье там собрание кончилось, и вышли верующие. Я многих знал, и брат мой сейчас, вот Гена Циклоп. Среди них. А мы знали до этого друг друга хорошо. И кололись вместе с ним. И когда еще ветхими были. Ветхий Циклоп и ветхий ежик. Мы кололись, и вот он подошел к нам, говорит, здоровься, туда-сюда. И когда его что весь город знает. И говорит, посмотрите, Циклоп, мол, говорит, погнал. Мол, говорит, к вере пришел, там кто говорит, вот баптистом стал. И я, знаете, я им говорю, слышь, оставьте человека, я говорю, он свое, у него свое, у нас свое. Я говорю, так что это, зачем, я говорю, человек пришел к Богу, пусть, я говорю, слава Богу. Знаете, у меня в душе так-то что-то. И вот он подошел, здоровьте, он с нами поговорил. И вот он меня отвел в сторону Гена. И мне говорит, Ежик, говорит, придешь к нам на собрание в воскресенье? И знаете, я говорю, приду. Знаешь, чтобы лишь бы вот он, чтобы ушел. Гена, чтобы ушел. Я говорю, приду, я говорю. И он говорит, нет, дай мне слово, что ты придешь. Я говорю, хорошо, Гена, я говорю, я приду. И вот он, когда уходил, он повернулся и мне говорит, Ежик, тебя, говорит, Иисус любит. И, говорит, любит тебя сильно. Вот эти слова, да. Вот как мое сердце это затронуло, да. И вот неделю, да, я думаю, на этим словам, Иисус тебя любит. И знаете, вот я думаю, за что меня любит Иисус? В жизни, кроме греха и кроме, кроме вреда людям. Ничего не сделал даже вот своим родным, и то хорошее ничего не сделал. А за что меня любит Иисус? За грехи мои, что ли? Ежика Рому я давно знал. Все к нему люди до уверования, все его уважали. Вот не только что там в район БАМ у нас такое есть там. Все относились к нему не как к преступнику только, да, еще как к человеку. Я возвращался со своей мамой, собрание закончилось, это было в кинотеатре «Телек» в районе БАМа. И вот собрание закончилось, и моя мама и моя супруга Фатима, мы шли домой после собрания, уже верующие расходились, и там метров 100 там есть, кафе «Кристина» называется. И я верю, что это не случайно была встреча, что Иисус именно повел меня по этой дороге, я же мог домой попасть по другую сторону. И была встреча. Я так сдалека увидел, как там кто-то засмеялся даже. Этих ребят я всех тоже знал, они меня тоже близко знали. Говорит, погнал. И смотрю, Ежик, да, он был такой худой, да, как я на фотографии, примерно такой. Я похудей был, правда, его. Черные туфли, черные носки, черные брюки, черная рубашка. Обычно зэки, они же как, да, И такой худощавый, короче. Я его узнал сразу. Я подошел, поздоровался со всеми и обнял его, обнялись, короче. Я говорю, Ежик, с освобождением тебя, вот так. Я ему сказал, что я уверовал, и вот сейчас иду в собрание,
уверовал в Иисуса Христа, вот, и сказал ему, чтобы он тоже пришел. И взял с него слово, даже я взял его за руку, я говорю: Ежик, смотри, я говорю, обязательно приди. Обычно, когда каторжанин, который истинно каторжанин, придерживался этих воровских идей, если они говорят слово, они сдерживают его. Потому что это мужское слово, это слово. И я уходил, это не моя была, вот это просто Бог меня остановил, развернул меня и просто через меня проговорил, что Он его сильно любит. Я сам ничего не могу без Бога делать, потому что это Иисус. Иисус прям сказал ему, что Он его любит. И вот неделю, знаете, неделя вот так в себя, ну, знаешь, там что-то в сердце у меня творилось. И когда я пришел на собрание, да, я столько там знакомых увидел. Я увидел тех людей, с кем я вот от наркоты перехумаривал в Москве, в Бишкеке, вот у Назарлиева, там центр наркологический. И там таких людей увидел, да, которые к Богу пришли. Знаете, ну, я удивился, думаю, неужели все эти люди, да, ну, они же зря не будут ходить, они же, ну, я их знал хорошо. И как я сперва думал, вот к Богу пошли, это фанатики, знаешь, погнали по-нашему. Я говорю, ну, они не могут погнать, потому что я их знал хорошо. Гену также хорошо, я думаю, ну, значит, что-то они этот. И знаете, у меня в душе вот спокойствие, многие говорят, а ты что пришел, ежик? Я говорю, ну как что пришел, я не к вам пришел, я к Иисусу пришел, к Христу. И знаете, вот слава Богу, я начал ходить потихоньку. И знаете что, я вот без одного укола, без одного этого, да, как-то перехумарил. Наркота ушла от меня, потом и выпивка. Понимаете, я о жизни начал задумываться. Вот мне было тогда почти 40 лет, я не был женат же, ни о семье никогда не думал. И слава Богу, Бог мне послал и другая жизнь, вот сейчас женился, а вот жена моя сидит. И Бог мне начал такие чудеса показывать, понимаете, что я уже не мог без Него. И знаете как, я вот, ну, курил очень сильно, и вот бывает как вот, в день я пачку скурил, на второй день 19, 18, вот так лесенько, я думаю, бросил. Ну, в один день что-то раз такое, и 2 пачку скуривал. Ну, потом, слава Богу, да, знаете, я его бросил, я даже не думал, что я брошу, и, знаете, никаких лесенки не делал. Вот взял все, знаете, как-то, и курю, и все, понимаете. У меня пачка сигарет в кармане 2 дня продержал, я, ну, я увидел кого, что курят сигареты, я думаю, постой, я же тоже курил когда-то. Я вот взял, и все, я выкинул. И с тех пор, слава Богу, я больше, уже 2,5 года, не то, что близко к наркотику. Даже не к выпивку, и сигарет уже не курю. Я же говорю, я вот женился, Богу смотрел, и дом у меня сейчас здесь, и работа такая, сейчас я, вот кто бы мог поверить, что ежик будет работать в школе, замдиректором. И сейчас, слава Богу, я в школе работаю. Ну там, понимаете, я и не прячу в школе, что я вот сидел или что. Я когда директор меня принимал на работу, она мне говорит, ну, мол, говорит, я знаю, что ты верующий, что, мол, говорит, сидел. Ну, мол, говорит, этот, знаешь, чтобы, говорит, детей не агитировал. Я говорю, я не агитатор. Ну, Слово Божие, кто хочет услышать, я скажу, я говорю, я не буду, я говорю, за себя засвидетельствовать, я не буду прятать ни от кого, кто был, и как мою жизнь Иисус Христос поменял. Повернул меня на 180 градусов, и вот был кем и стал кем. И слава Богу, я за него очень сильно рад. Вот один Бог видит мое сердце, что это чудо. И это чудо сделал Иисус Христос. За него радуются все сейчас. Ну, в ком любовь? Вот независимо, верующий, неверующий, да. Потому что зависть, она же не от Бога. Вот как в Библии написано, 2 брата были, Каин и Авель, да, и Каин убил Авеля, потому что он ему завидовал. А в ком любовь, тот никогда, он будет радоваться. Так, я рад за него очень сильно. Слава Иисусу Христу. Многие воры тоже пришли к Богу. Они бросили свои воровские идеи, и сейчас они христиане. Таких свидетельств очень много. Я вот первые шаги, кто делает в преступном мире, я вам скажу, вернитесь,
и покайтесь, придите к Господу нашему Иисусу Христу. Он вас успокоит. И знаете, когда вы почувствуете эту благодать, да, вы уже Бога не оставите никогда. Так что только Бог может успокоить наши сердца, больше никто.